И у меня еще 3 вида деревянных. Есть 16-рамочные ульи, есть 10-рамочные ульи, есть объемным дном, есть без отъемного дна. И это со временем все у меня, я с ними работал, видел какие-то недостатки. Плюс у меня есть проблемы со спиной, и я был вынужден искать какое-то решение, которое мне поможет работать с пчелами, ну, так сказать, не усугубляя свои проблемы со своим здоровьем. Вот, я отказался от чисто деревянных ульев, потому что чисто деревянный улей, во-первых, я зимую на улице, он при зимовке на улице очень разрушается. Вот, как ни крути, я видел, что такое, когда я их таскал в амшанник, и когда я их 2 года держал на улице, они у меня намного быстрее они изнашиваются. И краска, и, ну понятно, перепады температуры, влажности и так далее. Поэтому я принял решение искать какие-то ульи, которые будут к воздействию внешней среды в зимний период и в летний период будут устойчивы. Что я сделал? Я первый улей купил, меня вот эта штука привязывает, поэтому мне кто-то мне помогал. Да. Или длинная палка нужна. Вот это достать, дай мне. Давай сюда. Вот это пенополиуретан. Ну вот я его специально не шаманил для того, чтобы вам показать. В нем я работаю 4 года. Вот, вы видите, это от кирпича. Но в чем был момент? Я его покрасил сразу, как только купил. Красить надо их не сразу, потому что при литье пенополиуретана образовывается пленка разделительного состава, там воск с расплавителем. И краска просто не ложится, она ложится и очень легко отдирается. В чем его особенности? Во-первых, с крыши начнем. С дна надо, ну, с крыши начнем. Крыша у него, как видите, не глубокая. То есть под крышу ни канди, ни рамку, ничего не положить. То есть надо или подкрышник, или еще что-нибудь. Какая особенность корпуса? У корпуса, допустим, если отличать от других производителей, деревянная вставка под плечики. Удобно. То есть можно поменять, можно почистить, то есть как бы удобно, хорошо. Плюс он сборный. Сначала я считал это недостатком, потому что надо собирать, там думал геометрия какая-то, теперь это считаю достоинством. В прошлом году у меня на пасеке завелся дятел. Пробил 9 корпусов. Вот. Я был вынужден нижегородцы. Ну и что мне с ними делать? То есть как бы дыра, запенить можно, пеню, но все равно уже и качество не то. В этом случае выкрутил, поменял стенку и проблем нет. У этого производителя есть вот такой разделительная, да, ганимановская решетка с литком. Все вроде бы хорошо, все отлично, все работает. Единственный минус. Расстояние от ганимановской решетки до верхней планки 20 мм. Вот, во-первых, переход, они очень жестко разделено гнездовая часть от медовой, и пчелы плохо переходят. Вот, они четко, пчелы, которые летные, которые таскают мед, они живут здесь, а матка живет там. И это сказывается на яйцекладке и на ее деятельности. Поэтому я сейчас по-другому ганимановскую решетку ставлю. Тоже хотел сделать в обвязку не использую, потом расскажу как. Вот корпус проработал у меня 4 года. Зимовал. Вот видите, у нее что становится с пенополиуретаном постепенно, да? Вот, но однажды я по рекомендации людей, которые содержат пенополиуретан в ульях, на зиму оставил кормушку. Нижегородец, кстати, владелец тоже так советует. Я никому это не посоветую, потому что я даже попробовал. Я когда весной пришел, у меня в кормушке было вот столько воды, и рамки все были черные. То есть, как бы, потому что в любом случае, если здесь влага, то влага всегда опускается вниз, там будет всегда сыро. Следующий момент. Но все прекрасно, кроме одного. Сетка глубина. Ну, представляете, да, как пчеле отсюда вытащить мусор? Это через эту ступеньку надо каким-то образом пробраться. Вот. Заглушки здесь нету, но здесь заглушка из поликарбоната, то есть она достаточно теплая, а тут проблем никаких нет. Так, все с этим ульем я все рассказал. А кто производитель? Это Ярославль. Улей профессионал. Вот туда. Теперь
Крышка наоборотная. Который? Двусторонняя. Нет. Крышка, она типа двусторонняя, но она не работает. На нее невозможно поставить корпус. Конечно. На нее они это сделали, но корпус поставить невозможно. Теперь нужно вот этот улей достать. Я сказал в материале, тут был материал пенополиуретан. В Европе не используют пенополиуретан практически. В Европе используют пенополистирол с плотностью 100 килограмм на метр кубический. То есть достаточно, там то же самое. Но я вот свою делаю 120 плотнее. Вот, разница, чтобы он достаточно плотный. Ну, пробую. Он плотный достаточно. Видите, качество самих корпусов очень высокое. Вот они здесь ставки делают пластиковые, литки в корпусах, если они там необходимы, достаточно хорошо затыкаются. Все хорошо, все классно, кроме одного. Пенополиуретан при 60 градусах, то есть пенополистирол при 60 градусах и выше начинает выделять вещества. Будет температура 60 градусов или не будет, я не знаю. Вот, но он выделяет, поэтому я от него отказался. 50 градусов в год, рамки все лягут. Нет. Вот, ну, Конкретно, обычно- если начинается, до этого, может быть, что-то выделяет. все говорят, те, кто производит, вся Европа содержит в этом и говорят, что на пасеке таких условий, при которых он будет выделять, никогда не будет. Да. Никогда не будет. Но мне он еще не понравился по другим причинам. Он с годами, 10, 15, 20 лет, он прочность теряет. То есть крошиться начинает. Пенополиуретан наоборот, как бетон, прочность набирает. Есть такой человек, который у нас первый в России использовал пенополиуретановые ули, ульям 50 лет, они как бетон. Есть видео. Да, Я есть тоже такой. смотрел. Вот. А так улей прекрасен. Они, кстати, Нижегородец, с них все взяли. Они совместимы. Улей Нижегородец совместим полностью с этим. Все посадочные места подходят. Дно взяли тоже, видите, здесь скос и все в одном уровне. То есть проблем как бы нет. Поддончик хороший сделан, удобный. И для сбора пыльцы, и как заглушка хорошая он. Это кто? Это Лысонь, Польша. Вот, цена у них почти у всех одинаковая. То есть плюс-минус там 3 рубля. Свое отделение в России открывается этого года и будет Да, продавать. плюс у этого производителя очень много всяких прибамбасов. Вот, допустим, как бы разделительная такая штука, я не знаю, как ее назвать, в нее можно поставить пчелоудалитель. То есть я пользуюсь на пасеке пчелоудалителем, очень удобно. Вот, можно поставить глухое дно и разделить улей на 2 части, ну и так далее. То есть, ну, сами понимаете, удобство этой штуки. Потом у них есть пыльцесборники, у них есть там, ну, в общем, очень много всего. Очень много всего. Но тем не менее я от них отказался. Вот я его купил, один как для образец, чтобы его изучить, посмотреть, что вообще, с чем это едят. Вот, и он у меня так теперь и стоит в таком состоянии. Они сейчас открывают. Теперь улей, которым я на сегодняшний день работаю, да. Вот, я уже было на нем остановился, купил их У нас 30 комплектов. Вот мы с Сергеем покупали вместе, он тоже в них работает. Вот, все мне в нем нравится. Геометрия прекрасная. Качество очень хорошее, потому что они льют на хорошем оборудовании. Я сейчас уже сам полил ули, я понимаю, что такое лить. Что такое разница между ручной заливкой, машинной заливкой, подогретые формы, подогретое сырье, смешивание, все это очень важно. Крыша глубокая. Положить можно все, что угодно. Эти вентиляционные отверстия специально поставил, можно поставить дырочками, очень легко вынимается. Можно поставить заглушки. Вот. То есть примыкание очень хорошее, ничего не свистит, ничего не фонит. То есть как бы если на зиму ставишь, то здесь никаких зайчиков нет. Очень хорошо все. А крышу
крышу ветер не сносит? Когда... Крышу ветер сносит. Кирпич тоже. Видишь, кирпич лежит у меня, и под кирпичом всегда вот такие штуки. Это беда, и я ее сейчас решаю в своей улице. В комплекте идут кормушки. Два отделения по 10 литров. Это можно налить На раз. сироп, можно налить воду, можно налить соленую воду, обычную воду. Очень удобно. Забрус положить. Вот, вот эти стеклышки, они здесь рифленые. Пчелы ползают, в общем, проблем никаких нет. То есть кормушка прекрасная. Качество производства у этого предприятия великолепно. Так, это я потом расскажу про эти свои рамки. Вот у них, вот, допустим, есть такое, причиндалы начали делать, как переходное дно. Вот, оно многофункционально. Я, вот, допустим, сейчас в них делаю, в этом году буду отводки сделать на облетники для маток на 4 матки. То есть я работаю на 145 рамке, вот здесь у меня будут по 2 рамки на каждый облетник. То есть минимум пчел. Вот вы сделали маленькие вот эти, да, ну все классно. У меня также в основном. Да, но вот я выбрал такой вариант. Просто так 20 Вот. штук еще сделал. Вылеты 2 сюда, 2 сюда, в общем-то все нормально. А матки находят туда, да? Подходит, конечно. Проблема Вот. Плюс она используется и в обычном уле, то есть как бы... Я так пробовал, матки не доходят и такие клубики остаются, не всегда находят вход. Ну, бывает, да. Находишь возле этого. Вот у них вот такое они предлагают, сейчас скажу, вот такой они предлагают пчелоудалитель. Очень простенький, рабочий, вот, все достаточно хорошо работает. Материал вот этот, вот я сейчас на своей уле не сделал еще нижнюю заглушку, потому что я выбираю между вот этим материалом, это спененный ПВХ, и выбираю между сотовым поликарбонатом. Сотовый поликарбонат очень хрупкий. Он не Очень, недолго. да, вот. И плюс я вот сейчас вот все перешел на вот такие перегородки. С деревяшки раньше делал, сейчас делаю из этого. Я делаю из ППС двойки. Из того же А двойки. сейчас из чего вот это? Заглушку. А? Из чего перегородка? Это вспененный ПВХ. Покажите. Вот это у меня вариант, когда я делаю отводки. В одной семье я делаю 2 отводка. Вот, если матка одна не облетелась, вытащил и объединил семью сразу. То есть ПВХ не клеит. ДВПшки я не достал осенью. Тут Не, я фанерку ставлю. ну, во-первых, тут у меня паз, вот тут у меня паз, корпус я пропилил ножовкой. Вот, он туда входит, внизу паз, плюс, сейчас до дна дойдем. В общем, вот такая система. У меня 2 вида вот этих перегородок. Коротенькая. Нет, я говорю, клеит, не клеит. Чего это? Да. Я не замечал, чтобы у меня были проблемы с доставанием. ДВПшки я плоскогубцами достал. Губцы, Пускай, ДВПшка пускай. понятно, ДВПшку я вообще не использую. Если даже поставишь, они одну сторону съедят. Бумагой которую. Вот, дальше что? Какой еще момент? В 2 комплектациях дно сейчас идет. Вот это перфорированный лист. Он у меня закуплен для именно вот отводков, потому что надо, чтобы вот здесь он был жесткий, чтобы примыкание к нему было жесткое, чтобы пчелки внизу не лезли. Потому что если сетка, она прогибается. И надо здесь выставлять досочку такую. Не холодно? Толстая же. Сейчас про холод поговорим отдельно. Вот, поэтому я использую, но в ней есть минус большой. Клещ, когда падает, он поднимается обратно. В сетке он падает вниз, и вот почему я еще хочу беленькую, на ней видно очень клеща. Вот, а здесь он, слишком большая площадь между дырочками. Короче, он находит себе путь и возвращается к пчелам. Они не комплектуют сами, что ли, вот с задвижкой и перегородкой? Кто, он не жигрует? Комплектует, конечно. Нет, просто я с собой не взял эти поликарбонатовые задвижки. Здесь уже, как вы видите, они от Wilsonia изменились. Вот, евро литковый загранитель. У меня такой же, очень удобный тоже спеннинг ПВХ. Поставил так, это зима. Поставил так, это полностью закрыл. Никогда не запарится, но всегда открыто. Для перевозки. Да. Вот. Удобно.
Пазики сделали, да? Пазики, да, здесь пазики очень хорошо все заходит. А в этом вот улье, я забыл сказать, у него этого нет. Они предлагают обычный уголок, это такой геморрой туда засунуть и вытащить. Это вообще, в общем, все от них. Я купил 2 улья таких, я от них отказался. Вот такой, у нее, как видите, корпус цельнолитой. Нету, у них идет полностью по всему периметру планец вот этот, хотя с этой стороны он не нужен, да, я не знаю для чего, вот, но тем не менее это сделано. Нету у него здесь никаких деревянных вставок, чистить надо аккуратно, потому что все равно он, вот хотя он уже вот у меня 2 года, да, он уже прочность набрал, он очень прочный. Вот можете пощупать, если будет желание. А эта вставка, ее чтобы поменять, приподнимать нужно, да? Нет? Нет, я не вижу отсюда. Вот, Я вижу все. вот у него, короче, Понял. с этой стороны дырка, и с этой стороны дырка. Вот можно и с этой стороны засунуть, и с той стороны засунуть. И когда весной не рекомендуют, ты достаешь, вот открываешь наполовину, он как литок работает. Но, Прилет. да. Но не очень удобно, мне кажется, в таком расстоянии. В общем, я так не использую, я его убираю, и когда в них работаю, я их убираю и просто убираю на склад. Так, это пока оставим этот корпус. Да. Все корпуса разделяются достаточно легко, тут он говорит, что не отдерешь там корпус, отдирается очень легко, под каждым углом сделано под торецку паз, никаких проблем с этим ульем нет. Я бы их оставил себе, если бы одно но. Я заметил, хотя сразу говорю, мое мнение не разделяет ни один производитель. Многие пчеловоды не разделяют это мнение, но тем не менее, мне так кажется. Материал пенополиуретан, материал пенополистирол, это все материалы с закрытой молекулой. Они абсолютно пара, вода, влага непроницаемые. Почему у них сетчатое дно? Потому что они плачут всегда. Перепад температуры, у них по стенкам течет вода и стекает через дно вниз. Если, они то есть не впитывают вообще влагу. Но это полбеды. То есть я это знал, когда покупал, это полбеды для меня. Здоровье пчел зависит от микроклимата, который у них в улье. Сам улей, сам воздух, который в пчелах присутствует, который они сами делают, он для них целебный. Один из факторов, который это прополис. Прополис в деревянном улье, деревянный улье, он пористый, да? Они все эти поры запрополисовывают. Пчеловод не видит, обжигая там все эти вещи. Вот я, когда это понял, я обжигать перестал. Да, я деру, мою, но не обжигаю, потому что убиваешь эту среду. Представляете, какая площадь запрополисованная, как она работает. То есть у них воздух антисептик. И у нас многие заболевания от того, что мы в том числе этот антисептик сдираем. Вот, и для меня это важно было. То есть поэтому я решил и от этого варианта отказаться. Вот, хотя у меня этих комплекты есть, я их буду использовать для отводков, или Сереге продам. Вот, но кому-нибудь еще. В общем, у него есть, да. Поэтому. Не говори громко. Так, теперь вот этот. А это я оставил специально. Вот это? Да, будьте здоровы. Вот к чему я сейчас пришел, и на этом я остановился. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день, надеюсь, что надолго. Вот, ульи моего производства, вот видно, что качество уже страдает. Вот, я еще не научился делать крыши. Вот, там жесткие температурные режимы, пропорциональные смешивания, очень много технологических нюансов. Кто думает, очень легко там купил, намешал, свою форму налил. Нюансы выше крыши. И по шлифованности формы. Бывает эту крышу, я вчера вылил, думал вам показать уже новую, которую я сделал. Но я ее достать не смог. Мне пришлось вынести ее на улицу, чтобы она замерзла. Из теплой формы я ее достать не смог. Вот. Но форма не переработалась, как сковородка. Да? Первые блины прилипают.
Вот, а потом уже оно там можно подбрасывать, блин, не прилипает. Вот, ну как получилось. Сейчас, что я в своем уле решил вопрос с массой крышки. Я сыплю гравий. Мелкий гравий из ПГС, его натрес летом и сыплю его сюда. Но с гравием у меня не получилось. Сейчас я понял почему, потому что гравий, который я насыпал, был, то он у меня на полу стоял мешок. Я раз туда, он и нету, и он у меня вспенивается недостаточно, сам материал. Холодный, 12 градусов на полу у меня температура. Надо греть. Очень сильно влияет даже такая мелочь. Поэтому не получилось мне привезти крышку с гравием. Она, вот эта крышка весит 1 килограмм. Вот. А я ее утяжеляю еще на килограмм. То есть я сыплю килограмм гравия. И она уже достаточно тяжелая. Она уже, я думаю, что не улетит. Можно и 1,5 сыпать. Но, Ладно, кирпичи есть, что? ну кирпичи, да, но вот будет то, что я вам показывал. Да. То есть, мне не нравится кирпичи. Можно кому-то нравится. скрепки придумать. Плюс дома. Кирпич же можно так поставить, так, а можно вот так поставить. Да, Ты можно уже и- знаешь, что там. Можно еще. Ну да. Можно сделать, как немцы делают. Вместо Они того, делают чтобы проволоку. Да. Немцы делают проволоку, цепляют ее за ручку. Да. И все. Скоба. Вот, но под проволокой тоже будет полоса. Вот, поэтому я попробую с гравием поэкспериментировать. Если не получится, то сделаю проволоку. Дальше у крыши есть, как вы видите, пазы. Корпус на нее, да, вот я сейчас расскажу. Корпус садится, это литов. То есть можно использовать как дно для отводки. То есть можно сверху делаешь отводок от этой семьи и сверху ставишь корпуса. Потому что им важно тепло снизу, Нету сетки. и сетка не нужна. Вот. Вот. Мало того, в моем уле я вообще в этом году сетку убирать не буду, пока не выкучиться не начнут. А я думаю, что они, может, и не начнут выкучиться. Вот. Почему? Сейчас объясню. Плюс вот эта штука, это вентиляция. Сюда вставляется или глухая заглушка, или сетчатая. Да, или сетка, или это. Кормушка. На мой взгляд, она удобнее, чем у Нижегородска. Сюда покажите. Пчелы легко сюда проходят. Здесь это проще, чем стекляшки. Вот стаканы, элементарные ведерки. Ну, пластик. Да, можно выкинуть, можно поставить новый. В общем, тоже 2 отделения. Можно налить сироп, можно налить воду, можно сделать все, что хочешь. Мне она понравилась больше, чем та. И она поменьше. Та слишком большая по емкости, туда столько не наливает. А потом спросим, наверное. Вот, мне удобно. Я в этом году пробовал кормить и пакетами, и кормушками. То есть кормушку пришел, налил. Но не взяли пчелы, все, уже некуда. Видишь, кормушки, мостики начинают строить. Все, уже полный улей. Куда девать? Берешь, подходишь, переливаешь туда, где не хватает. Когда пакет положил, вариантов таких нету. То есть он уже течет. То есть он будет и течь. Когда они его продыряют, если они брать его не будут, это все будет потечет и снизу будешь течь. Поэтому он хорош тогда, когда ты закармливаешь не в ноль, то есть не до конца, а вот весеннюю подкормку делаешь. Ну, для того, чтобы положить пакетик, ну понятно, надо дымарь завести, пчелы догнать, на костюм одеть, на крышку строить. Здесь я подошел, из бутылки налил, и они стоят. Удобно. Так, с крышкой, с кормушкой все рассказал. Теперь я салон. Опять же дополнительный объем, дополнительная тара. А пакет же выбросишь и все. Да, да, поэтому каждый выбирает свое. Я выбираю вот такое. Я стал такими пользоваться. 3-литровыми. Теперь основная разница моего уля от всех остальных. Я сделал композитный улей. То есть я внутрь пенополиуретана вставил дерево. Это липа. Липовый улей самый лучший, на мой взгляд, но его не делают. Почему? Потому что если его сделать липовый улей, он развалится. Он не имеет жесткости, он дерево очень слабое. Но здесь мне внутри этого и не надо. Во-первых, у меня армированием является сам пенополиуретан. Я делаю эту досочку 13 миллиметров. Я внутри пропила компенсационная, за них же цепляется. Можете. Ласточкин хвост, да? Все, ласточкин хвост собираю. Я специально не стал собирать.
Вот. Масса увеличилась в 2 раза. То есть корпус без досок весит 1 килограмм. И корпус с досками весит 2 килограмма. Вот, но при вот этих вариантах, знаешь, мне даже его приятнее держать в руках, потому что тот какой-то очень легкий. Собирается элементарно масочный хвост, никаких кондукторов не надо, углы держит абсолютно, то есть вставил, саморезы вкрутил на сотку, вот. Клей не надо. Чем-то покрывать надо все равно. Обязательно. Влага. Пенополиуретан. Нет, я про дерево. Внутри? Нет, зачем? Пчелы его сами туда. Не надо. Ни в коем случае дерево не надо. Но он влажностью играет. Вы Ничего не пользуетесь ведет. 1-2 года. Когда он разбухнет, Ты знаешь, я сейчас эксперимент провел. У меня в мастерской теплый пол. Теплый пол на 30 градусах стоит. Он был спонтанный эксперимент. Я там экспериментировал и один корпус оставил на полу. Доска была с улицы. Ну, то есть у меня естественная сушка. Вот, у пчел, потому что тоже там влажность такая же, как на улице у нас, да? Я его оставил. Что у меня произошло? Я думал, что у меня вот так вот будет загибать доску. У меня выгнуло ее не так, а вот так. И выгнуло всего на 1 миллиметр. Это по кольцам надо. Всего на 1 миллиметр вот так вот выгнуло. Ну, незначительно. Вообще, я не планировал такой эксперимент проводить, но его провел. И вот, и он у меня... Так ты ничего, весной боюсь, когда расплода много. Вот, поэтому я сейчас, поэтому это все мое новое, да, и у меня на пасеке в них сейчас зимой, но годы пройдут, пока я смогу сделать окончательные выводы. Поэтому это эксперимент. Вот, да, он дороже, чем обычный улей, он дороже, чем покупать у нижегородцев. Потому что деревяшка стоит, само дерево стоит, его надо напилить. Вот из 5 кубов липы, 20-ки, я напилил по 500 заготовок, коротких и длинных. То есть на 250 корпусов у меня всего из 5 кубов. Вот, я посчитал примерно там 120-125 рублей у меня в материале только на корпус ложится. Плюс работа. В общем, достаточно дороже получается. Но я иду на это, потому что я считаю это важным для себя. Я могу вылить для любого без досок. Кто хочет и кому по барабану деревяшка внутри. Но для себя на своей пасеке я буду держать досочками. Пусть они через 25 лет сгниют, как говорят. Да? Там пенополиуретан 50 лет простоит, доска там не выдержит. Ну и выкину. И новую поставлю. Потому что, на мой взгляд, доска внутри деревянной вкладыш, это очень важен. Важен в том числе для прополиса и для микроклимата. В этом году я не буду убирать задвижку. Вот, потому что влажностные характеристики будет регулировать деревяшка в том числе. Вот. Уберу только тогда, когда они выкучиваться начнут. Если начнут. Вот. Как только начнут, я уберу. Потому что я заметил в этом году, когда они у меня стояли полностью на открытом дне, у меня 145-й корпус, в 300-м корпусе я этого не замечал. Достаешь рамку, у меня нижняя часть пустая, ну пустая. А в 145-м корпусе у меня весь корпус пустой. То есть они его используют как подушку. Они оттуда все вытаскивают. Это как временный склад. Они это что-то сложили, а расплода там вообще никогда нету. То есть некоторые даже рекомендуют зимовать с нижним корпусом, просто заполненным сушью, как воздушная прослойка. Чернее. Конечно, туда нужно поставить то, что выбросить уже. На следующий год ее в брак. То есть ставишь такой бракованный. 2 корпуса и 3 корпуса зимой. Что? 2 корпуса, 3 корпуса. У меня зимой 3 корпуса 145-х. Я на 145-й Я стал работал. сверху пустой корпус вот такой стоит. Тоже ставлю. У меня сейчас зимуют пчелы по 4 видам. То есть я их нахожу какой-то вариант. У меня по одному. Вот дальше. Вот то есть он какой получается в сборе. Это все пчелы здесь залепят. Вот у меня плечики деревянные. То есть, в общем-то, вот такой корпус. А если фанеры заменить? Фанера это фенол. Фенол, клей, да. Вот. Специально взял вот белый, зеленый и синий. Елку если поставить. Елку, да пожалуйста. Ну я липу выбрал. Мне липа больше нравится. Вот у нее сучок другой у липы.
И чтоб Вот. по- И она, на мой взгляд, как-то больше подходит. Ой, жалко. Но у нас не поест. Есть, да, правда. Поэтому пока есть, я ее закупаю. А где живете? Э, Пасека где? Пайвай. Деревня Пайвай, это около Постова. Вот, поэтому и у меня елка есть тоже. То есть, как бы, я закупил елку 20 кубов или по 20 кубов. Лежит, сохнет, будет. Кушать Да. Вот. Вот видите, три цвета. Белый, синий, зеленый. Я думал, вот я куплю крашеный пенополиуретан, он дороже, чем белый. И это будет у меня счастье, да, то есть они у меня будут выглядеть красиво. Ну, отказался от этого вопроса, сделал я зеленые, поставил на пасеку. Под солнцем они, короче, превращаются. Белый. Их не отличишь, короче, крашеные, не крашеные. Пустая трата денег. И мало того, технологические проблемы существуют. Краска начинает осаживаться, постоянно мешать надо. В общем, я отошел от этого. Поэтому вот голубые там сделал, там штук по, там сколько-то, зеленые сделал, и сейчас вот делаю только такие. Они потемнеют, потом будут. Ну, Они, у меня так, год они у меня стоят, потом я их крашу. Надо, чтобы солнце выжгло вот этот воск здесь, вот разделитель, чтобы растворителем, да. Вот он такой будет, и вот после этого его надо, многие вообще не красят, но я покрашу, после того как. Они становятся еще шероховатые, да, и краска ложится вообще мертво. Потому что я красил, и нижегородцы, видите, ну все не отлетают, но они продают. Им нужно, чтобы был товарный вид. Поэтому они сейчас, вот видите, вот тут у них крашеный пенополиуретан зелененький. Они продают крашеный пенополиуретан чисто для визуального восприятия покупателю. Что ты взял, красивое изделие, тебе его приятно подержать в руках, а то, что оно у тебя потом... по-моему, у них есть вариант не крашеный. Есть варианты не крашеные. А Да. чем красите? Крашу акриловой. Акриловой краской. Обычно Луномусенкой, да. 15. Белый, да, из которых когда крилы Так, ладно, ее пойдет, надеюсь? Да? Александр, извините, Упадет, отчество я не знаю. Скажите, пожалуйста, Не надо вот отчество, 145, сколько корпусов вот этих у вас в ульях, в смысле, ну, не на одну семью, но на одну семью, сколько корпусов таких? 7. Рамки сколько, 10 или 11? Делаю 6 корпусов на семью. 6, да? 6. Но дело в том, что у меня технология пчеловождения такова, я делаю 2 отводка. И у меня 6. Вот, то есть я сейчас могу рассказать, если это интересно. Цебра. Вот, ну не совсем, потому что у меня от цебра там мало что осталось, но тем не менее идея осталась его. Типа. И его, да. И второе, Да. сами вы делаете рамки вот это? Рамки делаю сами, Да. сам. Да. Вот, сейчас давайте я по роль закончу и расскажу про это, ладно? Вот, дно осталось только. Дно. Отличие. Во-первых, ну как видите, в одном уровне. Второе. Здесь я планирую, как у Высони, сделать поддончик для возможного сбора пыльцы. Вот. Дальше. И вот думаю, по поликарбонат или вот ПВХ, потому что вот эта штучка, она очень теплая. Теплопроводные свойства очень высокие, достаточно жесткая и белая. На ней очень хорошо виден клещ. Когда я провожу обработку от клеща, достал, посмотрел, увидел. Клещ есть, клеща нет, заклещенный слегка. На пластмассоводе. Вот, ну я сам не режу, потому что здесь надо, в общем, я просто купил эти литковые заградители, но туда надо покупать. Потом отличие, единственное, вот ребята нашли вариант. Вот эта сетка называется просечная вытяжная, 3 миллиметра. Они делают ее никто, кроме вот ребят, ну, наверное, скоро все будут делать, потому что она очень удобная. Ну, во-первых, через нее клещ падает вниз. Во-вторых, она имеет очень хорошую жесткость. Для нее не надо делать рамку, как делает это нижегородец, который мы покупали. Предложил, придавил, да. Предложил, Саморезик. 6 саморезами придавил, и все. Клеем можно. Нет, Не, я саморезы выкрутил. саморезы. Ну, что, Потому что, снимать? когда дно будешь мыть, здесь будет много грязи. Я снимаю решетку и керхером Да-да. мою. То есть можно, конечно, щеточкой тереть, но я и поставил там 10 штук. Горячий. Керхер достал, как дал, и все отмыл. И, вместе с краской, конечно. Автомойка, автомойка. Керхер это мойка, да. Вот. Ручная кровь. Теперь по
По рамкам. Песком еще Я перешел на рамки, когда делал, в этом году другие. Долго думал. пришлось. 145. Нет, 145 я давно придумал, и тоже решал. Но вот какой вот. Типа инновационно. Да, я перешел на 9 миллиметров. 9 миллиметров сплошной разделитель. Вот напилил вот таких вот разделителей, сейчас, по-моему, там 3-4 тысячи штук. Вот, и степлером пробиваю. Для меня это проще, чем покупать доску-сороковку и из нее делать разделитель 3-4 миллиметра. Потому что у меня этой 25-й доски я сделал на 10 лет вперед этой липы. Она у меня сухая. А дурамку можно купить потом? Конечно, хоть две, хоть три, если есть желание, пожалуйста. Так, а если вы не перевозите, зачем разделитель нужен? Я работаю корпусами. Смещаются. Первое гнездо Я меньше становится. подошел с корпусом, Чуть-чуть. поставил его Развитие и не думаю потом, чтобы выставлять. Вообще, почему одна из причин, почему я на это перешел. Даже не, одна из причин, это я могу корпус медовый сам поднять один, без помощника. А сколько весит? Ну, в одной рамке примерно 1,6 от 1,5 до 2 килограмм меда, 2 килограмма это надо, чтобы она толстая была, у меня здесь никогда не было, здесь 1,4 примерно. Поэтому вот умножайте, у меня 11 рамок на 1,4 примерно 16 килограмм, плюс корпус 2 килограмма, 18 килограмм. И причина 145, а не 230, это же самое. Сейчас расскажу, да, почему. Здесь это интересно, я расскажу. Вот, то есть я перешел на 9 миллиметров. Во-первых, у меня сразу в корпусе стало 11 рамок. Александр, скажите, пожалуйста, гнездовые рамки, да, эти 6 корпусов у вас ставили. Какой часть расходов? Два корпуса в нижней части. Два корпуса в нижней части. Расплодные, да. А верхние медовые? Медовые, да. Немножко неудобно мед срезать. Матка ведь это Все, Ганиман разделитель всегда. Еще раз. Сейчас, подожди секундочку. вверх есть. Матка, если там... Да, решетки. У меня решетки нет, решетка, конечно. Я пробую сейчас и без решетки, и с решеткой. Матка лезет до 3-го корпуса, выше не лезет. Снизу будут переходить. Вот у меня в этом году было, да? 3 корпуса. Первый, второй, третий. Разделительную решетку не ставил. Матка дошла до 3-го корпуса, в 4-м ее нет. А потому что там мед уже, видишь? Да, там пчелы ей что не дают, она там заливает. В 12-рамочном, когда квадратный, ставишь пошире там 10 рамок, и его крест-накрест ставишь, и матка видишь. Да, ну или так, да, у меня такого варианта нет. Я тоже скажу, что Вот, поэтому 300, здесь 380 миллиметров, у меня 34 миллиметра рамка, у меня входит 11 рамок, и еще 6 миллиметров остается зазорчик. Вот эта технология, когда ты достаешь первую рамку, сложности возникают. Да, ну из-за прополисованности. Ну, ты знаешь, я проработал сейчас с разделителем обычным, пластиковым. Они у меня даже новые, я их туда вот так забивал, я их то достаю, и ничего. запропулисуют, когда нет. Ничего. Вот отдираешь ее вот так вот. Я просто расширишь. Ну, зазор-то есть прям на Да, можно, я сейчас, можно делать меньше. Я сделал даже 33. 34 нормально. Сделал, у меня здесь осталось расстояние 15 метров, в принципе, много. Короче, я несколько вариантов сделал этих разделителей и остановился все-таки на 34, он лучше всего подходит. 34 самый туда. Да, самый пробовал. Я пробовал 33 делать, я пробовал даже 34,5 делать. Вот, я сделал все-таки, у меня вот этот разделитель 4,5 миллиметра. Верхний 23. Ну, верхний был 23. Вот это? 9. 10 миллиметров. Нет, ширина. Ширина 25. 23 я делал нормально, лучше получается. Да. У меня 25. У меня уже наделана доска 25. Не знаю, насколько у меня этих 1000 рамок сделано, поэтому я не буду ничего менять. Там. Между осями рамок. Ну, по рамке две, да? По рамке. Верхний брусок 10 мм, боковые 8. Если боковые 8 мм сделать на 300 додановской рамке, то планку загнет. Здесь не загибает, смысла 10 мм делать нет. Нижний брусок 12 мм. Почему я так делаю 12 мм? Кто-то говорит минус, а для меня плюс.
вот они застраивают соты вот до сюда. Переход легче. Конечно. У меня Для переход- расплодного гнезда проще, а для магазинного хуже. Вот. А для этого надо вовремя расширять, чтобы они... Все равно склеивают. Да и хрен с ним. Там все, Склеивают, медом все закладывают. сдирается. Если вы Не не раш, хотите все сделать, течет. уже будет. Всегда есть нюансы, да, у каждого. Вопрос в выборе. То есть я тоже думал, делал в том числе и на 25, потом пришел к этому варианту, определился, и уже, да, есть минусы, правильно. Минусы в том, что они сюда строят, и строят лучше с одной стороны, но с другой стороны, надо, чтобы зимой пчелы вышли. Я их поставил 3 корпуса, закармливать начинаю. Что они делают? Они у меня делают, говорят, на 145-й рамке неплохо зимуют. Если будут неприменительные пчелы, да? Застраивают. У меня закармливают, они все застраивают. Это единый Деньги давайте без. пласт, как язык. И тут нету такого, что 145-й переходы не существует. А все, они переходят, потому что они сами себе построили все переходы. Они сформировали зону для Покачать зимовки. помучаемся, да, лишь бы было что качать. Да, конечно, качать это уже вопрос десятый. Александр Иванович, а сколько по осям-то между рамками я послушал? Палец Что случайно. такое минус плюс? 34, это немало? 34 миллиметра. 34. Короче, Не регулируется. опять же, да, много споров на эту тему. Да. Но когда исследуют рой и соты, когда они строят сами, без каких-то направляющих, у них расстояние межрамочное от 5 до 9 миллиметров. Они никогда не делают 12. Почему сделали 12 миллиметров? Потому что пчеловоды решили, что для того, чтобы 6 миллиметров пчелка одна проходит, а чтобы 2 проходила, надо 12 миллиметров. Чтобы они работали на одной рамке, все на обслуживали, другой. и на другой. На спине. Да, мы решили, что вот так вот, и чтобы они вот так работали. Ну вот я думаю, что это первое. Второе, вы видите, на каждой рамочке у меня я выжег вот такие плюсики. Что такое плюс-минус? Хотел спросить. Да, я ориентирую рамки в гнезде. То есть, если опять же рой исследовать, то если наблюдать за рамкой, там есть такой треугольничек, такой мерседесик. Я называю мерседес перевернутый и обычный. То есть вот такой сота вот так, треугольничек. С одной стороны вощина, она вот так вот, по другой кверху 2 лучика торчат. Так вот, я ориентирую их к центру гнезда вот такими направляющими. То есть я смотрю, как у меня они стоят. И не переворачиваю никогда. То есть мы Что говорим, это дает, какие наблюдения? она дает о том, что они как выстроили гнездо. Вот гнездо и соты – это мощное энергоинформационное пространство. Они его делают, так их считают нужным. Мы и так их загнали достаточно в жесткие рамки, поставив вощину. Поэтому вот эти манипуляции, когда они вот здесь вот себе освободили место, а мы его взяли, нет, надо, чтобы не мед, там съели тоже, и сделали. Так, я Еще это говорю. вопрос. Вот стоит инновационную рамку делать, и так в полиуретане сидят. Стоит. Я видел, как зимуют то и другое. На межрамочном пространстве в 9 миллиметров и менее зимой пчелы сидят вот так вот, не шевелятся. А на 12 миллиметрах они шевелятся. О чем ты говоришь? Не в плане, нет, я про гомонимайновскую, чтобы сделать ее не полностью вот так вот, а вот так вот. Нет, я не хочу так. Мне так неудобно. Неудобно делать. И я все-таки хочу, чтобы у меня был здесь воздушный карман. Потому что Да, в пчелы, полиуретане. воздушный карман здесь будет в любом случае. В гнезде будет 36 градусов, а здесь будет меньше. Насколько меньше, да хрен его знает. 28, 32. Ну вот, допустим, матки для того, чтобы созреть, 25 градусов надо. А на вуле ищет какую-то дырочку, в которой надо посидеть несколько суток для того, чтобы созреть при 25 градусах. Пчелам тоже надо такую температуру для вызревания. Они там всегда мигрируют, ищут температуру. Это первое. Второе, зимой конвекция воздушная. То есть вот у меня воздух будет здесь, не касаясь самого гнезда, ходить. Ну, я так думаю. Опять же, 1000 пчеловодов, 1000 мнений, так ведь? Поэтому я для себя такое решение принял. И мне так делать, во-первых, удобно. Вот, во-вторых, видишь, я решил проблему здесь вот
с креплением верхнего брусочка. Я вообще не креплю к верхнему брусочку. Я вот так вот креплю. У меня вот медоголка, вот эти рамки неудобно. Сделана она с этим. Еще один вопрос. Скажите, Да. пожалуйста. Я вообще не сдвигаю, у меня 2 сантиметра там дыра, они сразу Поэтому приходится встроенный брусочек. Шестикорпусные у вас угли. Да. А на чем вы устанавливаете эти? На земле или Нет, с нет. подставки? Подставки обязательно. Какие? В общем, у меня сейчас стоят на металлических подставках 25 сантиметров. Но я буду это дело переделывать. В связи с тем, что я от одного улья делаю 2 отводка, мне надо, чтобы 3 семьи стояли. И плюс эти манипуляции с налетами, мне надо, чтобы они стояли в рядок. Что я сейчас делаю? Я делаю сейчас брусочек, такие квадратики, 3-метровой длины. И у меня будет 2 подставки, между ними такой каркас сбитый. Обрезная 50 на ребро. Да. Я его себе делаю. Да, да. Но только я решил сделать по-другому. Я сделал композитный брусок 10 миллиметров. Ну, его покрыл покрытием. Я сделал фанера, деревяшка, скрепленная болтами. Он не прогнется По никогда. новому закону 40 сантиметров должно быть. Ветеринарным правилам. Делают же металлические усики в землю втыкают. Да много чего И делают. сверху также на усики. Вообще даже Пчеловоды такие выдумщики, что-то они не делают. Поэтому каждый вариант, да, можно каждый год делать по-разному. Каждый год. Но вопрос, когда подходишь к содержанию 100, 200, 300 семей, время экспериментов проходит. Потому что некогда на них. Я поэтому вот эти 8 лет тратил на эксперименты различного толка. Промышленных же это поддон одежды. Но потом, да, начали штрафовать, номера нет. вот. Номерки, кстати, номерки. Я тоже долго что-то искал, перепокупал. Очень много всяких номерков. Водяной маркер я купил и пишу на нем. Вот, а я не пишу. Я купил, знаешь, какие? Купил магнитики. И такие кругленькие с магнитиками. И сюда вот на крышу у меня наклеен магнитик. И я кругляшок с магнитиком ставлю. Вот там. С номером и все. Матка, допустим, у меня безматочная семья, я его перевернул. Ну там своя система сигнализации. Кирпич. А, кирпич, да. Видишь, на ребре. Так. Видишь, каждый себе придумывает. Я вот посмотрел у Интера, как делал. Теперь по поводу вот вашего вопроса, по поводу 6 корпусов, там как чего. В общем, он не одевается на нижегородец. Нижегородец на вот убрать. Вот, это все нормально. Вот, я содержу так пчел. Зимовки вышли, у меня на 3 корпусах пчелы. На улице зимуют у вас, да? На улице зимой, да. Я нижний корпус я убрал. Уберите вот этот, уберите вот этот, уберите. Или поставьте в колосок, чтобы разберемся. Сейчас упадет. Весенняя ревизия, я нижний корпус убираю, ставлю глухое дно. Зимой они у меня зимуют на сетчатом дне. Обваливаешь ты. Не обваливаю ничего, наоборот. Сверху ходите. Я вот тоже Сверху крышку открою. обваливаю. Нет, пленка ни в коем случае, я сейчас вообще без утеплителя. Без пленки, без ничего, я москитную сетку ложу. Что обвалило, не шумит сначала. Самой крыши, как утепления, достаточно. Нет, чтобы я Надо, чтобы они весной просто туда не ушли и не собрались там клубком. Если не обваливаешь, И вот этот изморозь у меня на крыше, а не на рамке. не обваливаешь, синицы дятла замучают. Сейчас скажу, что я делаю. Скажите, пожалуйста, как у вас вот нижней части прилетная доска, как вы этим пользуетесь, скажите, вот я здесь не вижу. Прилетной доски, сейчас. Давай, Скажите, про прилетную доску я еще здесь ее не сделал, я ее придумываю сейчас. Я потом, знаете, вот многие, наверное, видели, как на конференции показывали измайловскую пасеку образцовую, да? Разукрашены разные цвета, очень хорошо. И знаете, вот на уровне, скажем, полметра это установлены эти ульи, и вот прилетная доска. Вот и я считаю, вот я на многих пасеках была, да, вот утверждаю, что эта прилетная доска у многих вот одним концом к летку, а другим концом на земле. Вот это правильно или неправильно? Я считаю неправильно. И вот знаете, Лезут кому попало. да, Я уже туда не только мыши, все буквально. И буквально и муравьи, и все буквально.
Вот образцовая пасека, Измайловска, и вот так это постепенно. Ну, им это нравится. Наши Еще. ноги. Как вопрос же каждый, как я решаю, или как вы решаете себя на пасеке. Я решаю так. У меня на сегодняшний день сделаны металлический каркас, на него доски. И у меня в землю упирается металлическим каркасом. Но я от этого отошел. Громоздкие, трудоемкие в изготовлении, в складировании неудобно. Я сейчас буду делать иначе. Я делаю вот сюда, пенополиуретан достаточно хорошо вкручивается саморезом. Я буду делать прилетку где-то примерно 80 миллиметров, небольшой, которая будет у меня всегда на нем присутствовать. Но будет вот такой удлинитель на шарнире. То есть он у меня в период, вы дослушайте, в период активной фазы жизни пчел он у меня будет откинут, и пчелы на него будут прилетать, он не будет касаться земли. В пассивный, в зимний период, мне важно, чтобы от синичек защитить. Я буду поднимать, и синичка уже не сядет. Вот я такую штуку придумал для себя. Я ее буду изготавливать, я еще ее не изготавливал. Просто она у меня здесь созрела, но я еще ее не сделал. Я ее сделаю в ближайшее время. Сереге он обещал помочь. Я для деревянного сделать такие штуки. Потому что Я виток затыкаю. теперь от дятлов. От дятлов. Что мы делаем? Они все равно будут долбить у тебя корпус и говорят, выходи, я тебя буду кушать. Вот. От дятлов я сделал следующее. У меня я сделал такие деревянные крыши наверх из бруска. Обтянул их сеткой. Вот. И он у меня закрывает 3 корпуса, эта сетка. Если 200 улей замучишься делать, или 100. На установку одной сетки уходит 10 секунд. Делать, да. Ну когда сделал. Делай, храни. Ну а какие варианты? Если живешь на улице, живешь в лесу, дятлы есть, ну что ты будешь еще делать? Пока снегом заваливает. Сетка Архиз, Леруа Мерлен, копейки стоит. Пока сыровато. Не рыболовная тень. А? Не рыболовная тень. Рыболовную тоже использую. То есть повесил сейчас несколько штук у меня с рыболовной стоят. Самый вредный зеленый дятел. Вот я уже. Вот он у меня есть, да. Без рясы сетки. Его вывел и мешал. Наклеить. А не пробовали черными пакетами мусорными накрывать улей целиком, здоровенный? Не хочу. Наклей на этот, на мышину я поймал. Зеленый называется. Ну, я тоже мог его ловить, стрелять. Да, сложно. Проблемно, установка, хранение, но дятла убивать не хочу. Поэтому да, сделаю крышки, замучаюсь, но дятел пусть живет. То есть какое мы имеем право убивать их дятлов? Они, да, нам приносят, они же кушать хотят, да? Но другой полетит. Дерево, да, другое одно убьешь, другой полетит, поэтому нет, технология такая у меня, 3 корпуса зимовки вышли, 1 корпус убрал, они у меня развиваются. Смотрю, пленку ставлю. Весной обязательно ставлю пленку. Пленка нужна для воды. Собираются капельки воды по утрам. Как раз той воды, которую им надо, не из служ, а та, которая стерильная. Они ее собирают, пьют, и на 25% растет яйцекладка матки. Потому что они всегда обеспечены водой, если даже дождь идет на улице или еще что-то. Дальше подхожу к пленке, не открывая улей. Смотрю, все ложки заняты. Иду корпус, пленку поднял, корпус поставил, пленку накрыл, не лезу. Вообще не лезу. Чем меньше лезть, тем лучше. Чем меньше воздух выпустишь из гнезда, тот, который они накачивают, они потом его восстанавливают несколько дней. Почему я отказался от рамочного пчеловождения? Потому что идет 100% замена воздуха, когда каждую рамку ковыряешь. Поэтому надо. А порода у вас какая? Порода у меня сейчас карника, потом я покупал русскую бурзянскую у Олега. Как он у нас? Чуракова, да. И сейчас я заказал еще бакфаст. Буду смотреть на бакфаст. А что больше Разница бурзянка как? Какая порода больше понравилась? Карника мне на сегодняшний день нравится больше всего. Мне тоже, да. Бурзяны что, жрут? Карник откуда? Ой, убийца. Карник откуда? Карника я вообще покупаю. Нет, вы ее или страну Нет, это страна спаренная. А я как бы не понял, весной пленка-то куда кладется? Сверху. Ну, блин, вместо положка. А, вместо... Вместо положка, да. Александр, а у тебя, там вот у этого нижегородца он квадратники, а у тебя такие отверстия большие, а подушку как?
Тут вот заткнуть можно, не надо подушку. Что подушку не делают? Тут Ну что, на крышке, что ли? не надо А, подушки. Там нет подушки. Не эта крышка, а ты показывал другую. Ну, на крышке, Там- да нет, там вырезаешь, он такой, да, по сложного профиля. Но он у меня один, не 4, а один. Одна решетка, одна заглушка. Поставил решетку, да у меня всегда заглушка, у меня решетка, она тут вообще, по большому счету, эта вентиляция нафиг не нужна. Она не нужна вообще никогда. Мое пожелание А и просьба, зимой вообще Александр не Иванович, чтобы вы к Медовому Спасу полностью это, ну, как вы рассчитываете, да, в «Известиях» Удмуртской Республики дали статью, понимаете? Вот это все. Для чего? Зачем? Как же? Я вот, смотрите, может быть, когда-то я буду их продавать, да, но пока я делаю их для себя. Почему? Как я могу продать Лилия Васильевна, эту штуку, когда она у меня на пасеке еще год не постояла? Года два постоит, я увижу нюансы, если все изменять, потом тогда буду снова работать. А пока нет, пока я перед вами, чтобы вы нам, мне, наверное, сказали что-то, наоборот, Потом подойдешь. покритиковали. Да, я рассказал свою систему. Может быть, я что-то в нашем диалоге, в ваших вопросах, что-то пойму, то, что мне нужно изменить. Что-то в лучшую сторону. Просто общение с пчеловодом, в чем... Мне вот сегодня Георгий Васильевич говорил об пчеловодческой организации. Да? Я считаю, важно общаться. Потому что не надо скрывать. Вот я это нашел, у меня это будет лучше, я никому не скажу. Я считаю, что нужно все, что находишь, то, что опробуешь, то, что понимаешь, что хорошо, нужно рассказывать другим людям. Вот для этого мед и так далее, это вторично. Самое главное пообщаться и рассказать. И вот я сделал его, там, придумал, рассказал. Кому-то, может быть, кто-то, может, эти ули никогда и в глаза не видел, пенополистирольные, даже пенополиуретановые. Это я там исследую этот рынок, но купил там всех видов. И вот и вам показал. У меня все.